эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Когда третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданские обороты? Как проходит прививочная кампания в стране? Минсельхоз Якутии поможет с перевозкой сена пострадавшим от пожаров аграриям. Когда вступит в силу законопроект об упрощенном получении вычетов? Расскажем в этом выпуске. Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. В Министерство здравоохранения поступили документы на регистрацию препарата научного центра имени Чумакова. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Президиум обсудил ход массовой вакцинации населения. Мишустин подчеркнул, что по регионам ситуация разная. Где-то все идет по плану, а где-то образуются очереди. Это зависит как от числа желающих сделать прививку, так и от количества поставленных вакцин. Сейчас массовая вакцинация идет в основном спутником ВИ. В следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины Эпивак Корона. Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 миллиардов рублей. 120 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Это данные регионального оперштаба. За последний день прививку от COVID-19 получили 2398 человек. Сегодня я бы хотела обратить внимание на наших граждан пожилых и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. Сегодня для вас достаточно важным пройти именно вакцинирование. Это вакцинирование даст возможность как можно легче перенести достаточно сложный период с возможными последствиями, связанными с коронавирусной инфекцией. Поэтому мы приглашаем во все наши учреждения здравоохранения лиц как пожилого возраста, так и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. На настоящий момент запись будет проведена, и, соответственно, вакцинация открыта в том числе и для вас. В Якутии реализуется самая масштабная программа переселения граждан из аварийного жилья среди всех субъектов России. Об этом сообщил зам генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Тамерлан Аджиев. В рамках этой программы запланировано переселить почти 62 тысячи граждан из 3630 непригодных для проживания домов. Общая стоимость программных мероприятий в регионе составляет 113 миллиардов рублей. В 2019-2020 годах уже расселено порядка 117 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Переселены свыше 6 тысяч граждан. Опережающими темпами программные мероприятия реализуются в Усть-Алданском районе и поселке Нижний Бестях. Что касается индивидуального жилищного строительства, то фондом прорабатываются изменения в законодательство с целью установления возможности переселения граждан из аварийного жилья в индивидуальные дома. Новый современный больничный комплекс будет построен в Усть-Майском районе в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в район. Он отметил, что комплекс будет построен в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На строительство выделят 750 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Строительство начнется уже в этом году. Будет уже больничный комплекс нового типа с учетом и всех требований, которые сегодняшняя ситуация по ковиду нам предъявляет, то есть с точки зрения оснащения уже и компьютерными томографами изначального, с точки зрения наличия уже новых подходов в оснащении, в планировке самих зданий. Минсельхоз Якутии окажет помощь пострадавшим аграриям в доставке сена из других районов республики. Об этом сообщил зампред правительства Якутии Михаил Никифоров в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он рассказал, что в прошлом году планы заготовки сена были выполнены не всеми муниципальными образованиями. Кроме того, осенью в результате пожаров в ряде районов сгорело около 2 тонн сена. В связи с этим Министерство сельского хозяйства республики приняло меры по оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям в виде единовременной выплаты на приобретение сена.
Также Михаил Никифоров рассказал, что более 4 миллиардов рублей направят на производство молока и содержание поголовья крупного рогатого скота в Якутии. По его словам, субсидии на молоко в этом году вырастут с 35 до 50 рублей за литр. Также начнет действовать новая субсидия на поголовье скота в размере 35 тысяч рублей. О том, как принятые меры поддержки влияют на местных аграриев, расскажет наш корреспондент Елена Фаст. Она побывала в фермерском хозяйстве села Кятчи Алекминского района. Подробности далее. Жить в селе, заниматься сельским хозяйством сложно. В основном занимаются этим люди в возрасте. В некоторых семьях дети поддерживают. У нас в основном старшее поколение держит коров. И самые минимальные 5 дойных коров. Юлия Трофимовна и ее супруг Виссарион Ильич создали фермерское хозяйство еще в 96-м году. С возрастом решили оформить его на сына Айсена. Помогаем, конечно, все вместе, улыбается Юлия Трофимовна. А так-то сыновья летом-то они все сами косят сено. И Хатоне тоже помогает. Уже мы не можем. Я, например, зимой в Хатоне хожу. Летом помогаю коров доить. В хозяйстве около 40 голов. Лошади, работы хватает всем. В этом году заготовили 50 тонн сена. Должно хватить. Нормально было. Ну, некоторым местам плохо, а некоторым хорошо. Но. К изменениям в законе они относятся спокойно. Поддержка хорошая. Кстати, вопреки мнению, свою продукцию кушают все и с удовольствием. Молоко свое, сливки, йогурт и масло берут местного производства. Относится? Нет, мы серьезно, потому что у нас летом внуков все, народу много. Поэтому себе на одну голову оставляем и берем готовые продукции. Ну, именно то есть сливки, да? Сливки, масло, сыр, да все. Все Алекминское. Ага, Алекминское. Зима выдалась, как давно не бывало, суровой. Работы хватает всем. Ну так и дело у них семейное, на свое благо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сегодня 50% налогоплательщиков Мирнинского района представляет информацию в налоговые органы на бумажном носителе. Другая часть – через личный кабинет. Возможно, скоро налогоплательщикам не придется и этого делать. В январе Комитет Госдумы в первом чтении одобрил законопроект Министерства финансов об упрощенном получении вычетов. Подробности смотрите в следующем сюжете. 50% мирнинцев не знают, что такое налоговый вычет, а 80% никогда его не возвращали. Это показал опрос среди горожан. Никогда не получали? Нет, я даже не знаю, что это просто. Не знаю. Никогда не возвращали? Когда-нибудь возвращали? Конечно, конечно. Легко вообще это сделать? Ну, знаете, я сама по специальности бухгалтер, поэтому это для меня, честно говоря, самым легко. А вот для непосвященного человека немножко будет самым трудновато. Но налоговые вычеты бывают на детей, если первичная ипотека, ну и это если где-то служили, это в Афганистане, там, в Чечне, там, и тому подобное. А вам удавалось возвращать его? Ну, у меня уже ребенок взрослый, как бы сейчас этим не пользуюсь. Ну, конечно, слышала. Удавалось возвратить? Нет, ни разу. Не пробовали, считаю? Не пробовала. А еще опрос показал, о налоговом вычете и способах его возврата обычно знают бухгалтеры или экономисты. Валентина Стоева не имеет специального образования в этих сферах, но для нее не проблема заполнить налоговую декларацию. В помощь девушке гостевой компьютер в налоговой инспекции. Первый раз через личный кабинет я начала подавать в прошлом году. Это несложно. В первый раз, конечно, какие-то опасения, какие-то сомнения. Но когда ты начинаешь работать в этой программе, все достаточно легко. Есть подсказки. В общем, нужно пробовать. В этом году граждане получают вычеты за доходы с 2018 года по 2020. Вернуть 13% потраченных средств могут те, кто впервые купил жилье, оплатил обучение несовершеннолетних детей, потратился на лечение, покупку полиса медстрахования или благотворительность. Воспользоваться возвратом средств могут только официально работающие граждане, уплачивающие налоги и проживающие в России не менее 183 дней. Большой популярностью у нас пользуются это имущественные вычеты, вычеты за обучение детей и вычеты за лечение.
Последнее время тенденция, что больше стали сдавать через личный кабинет налогоплательщика. В январе Комитет Госдумы в первом чтении одобрил законопроект Министерства финансов об упрощенном получении вычетов. Предполагается, что налоговые инспекторы будут самостоятельно проверять право на возврат денег, и гражданам не потребуется заполнять отчетность. На запуск проекта правительство заложило в нынешнем бюджете более 2 миллиардов рублей. Мария Флоренция, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Представителей средних профобразовательных организаций Якутии пригласили на офлайн обучение в Московской школе управления Сколково. Обучающий модуль состоит из лекций по истории развития технологического форсайта, изучению лучших практик, а также практического блока. По итогам образовательной сессии будет разработана дорожная карта по реструктуризации образовательных программ под задачи экономикообразующих отраслей региона. Отметим, что Якутия входит в число 5 пилотных регионов, реализующих мероприятия международной программы укрепления систем среднего профобразования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Главная наша задача по итогам обучения – разработать план мероприятий проведения технологического форсайта у нас в республике и овладеть методикой проведения этого форсайта с учетом того, как развивается экономика, и главное понять, как будет развиваться среднее профессиональное образование с учетом тех трендов, которые происходят в мире, в Российской Федерации и у нас в регионе. В Якутии стартовала онлайн-ярмарка вакансий «Траектория карьеры». В течение 2 дней выпускники вузов, СУЗов и незанятая молодежь смогут трудоустроиться в разных отраслях. Актуальные вакансии в сфере энергетики, транспорта, промышленности, строительного комплекса и сельского хозяйства на портале работавякутии.рф. Среди них такие компании, как Алроса, Колмар и Якутуголь. Всего будет работать 21 онлайн-площадка, где соискатели смогут напрямую задавать вопросы работодателям, направить резюме и пройти собеседование. Мероприятие проходит на платформе Zoom. Прямую трансляцию ярмарки можно посмотреть на YouTube-канале Центра занятости населения республики. И к спортивным новостям. Спортсмены из Якутии завоевали медали на Кубке России по стрельбе из традиционного лука. Об этом сообщил главный тренер якутской сборной Андрей Иксман. Соревнования в эти дни проходят в городе Орел. Золото в личном первенстве завоевала Анна Алексеева-Стасова из Хангаласского района. Обладателем первого места также стал и тренер Сунтарской детско-юношеской школы Балдар Балданов. Бронзовую медаль получила Нюргустана Сидорова из Горного района. Параллельно вместе с традиционной стрельбой также проходит и стрельба из классического и блочного лука. Известно, что с 27 января в Орле стартует чемпионат России, а также Кубок и чемпионат России среди паралимпийцев. Всего Якутию представляет более 50 спортсменов. На Кубке России у нас по классическому и блочному луку 33 участника. Около 20 по традиционному луку. Традиционщики сегодня заканчивают, уезжают. Вот отбор, которые прошли по кубку, они остаются. Это 17 спортсменов будет участвовать на чемпионате России по классическому и по блочному луку, где разыгрываться будут медали в личке и в команде. И вот сейчас надеемся, что это у нас отыграется в лучшую сторону. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию.